Ребята, мы с вами изучали раздел, который называется «Труд». Сегодня мы подводим итог, и тема нашего урока – это труд и творчество. У нас сегодня на уроке предстоят такие цели. Мы должны будем излагать выборочно содержание текста на основе прослушанного, прочитанного или аудиовизуального материала, а затем применять знаки препинания в депричастных оборотах. То есть вы должны повторить, что такое депричастие, депричастные обороты, уметь расставлять знаки препинания при них и выборочно из нужного текста выбирать нужную информацию. Все понятно, да? Так, для начала нам нужно будет поделиться по группам. Я вам предлагаю подойти и взять фишечки, карточки. Так. И теперь посмотрите, вам нужно будет разделиться на две группы. У вас две группы. Одно название творчество, другое название труд. Какие профессии относятся к творческим, те садятся сюда. Те, которые делились на две группы. Творчество. Какие у вас профессии? Писатель. Вот смотрите. Художник. Композитор. Модельер. Художник. Писатель. Все. Ребята, а у вас группа труд какие профессии? Строитель. Нефтяник. Водитель. Лесоруб. Согласны, да, что так именно надо? Да. Сейчас наоборот. Теперь мы должны будем вот как по спиральной системе укрепить наши знания, то есть усложнить их, вы уже асы в этом деле. Нам нужно будет разобраться, что же такое труд и творчество, и мы будем расставлять знаки препинания при депричастных оборотах. Все понятно? Итак, у нас по системе Бенджамина Блума мы от знания, понимания, применения, анализ, синтез и оценка должны будем на этом уроке все сделать. Ну, в принципе, вы все знаете, будет легко. Смотрите, начнем мы со знания. Переведите на английский и казахский языки слова труд и творчество. Так, ну, можем и подниматься. Труд еңбек. Так. На английском подсказывайте. Вор. Хорошо, the work. А творчество? Шахармашлык, а? Креативити. Можно и так? Хорошо, давайте проверим. Еңбек, шахармашлык, labor, work, the creativity. Хорошо. Теперь смотрите, как вы определите, что такое труд, что такое творчество? Попробуйте сами дать определение. Пожалуйста. Труд – это вид работы, куда человек вкладывает усилия, однако его работа выходит однообразно, не добавляя никаких упражнений. Хорошо. А что такое творчество? Ну, это тоже же работа. Да. Но Это воображение, которое мы думаем. да, это работа, при котором Мы добавляем фантазию, творчество. Правильно, молодцы. Теперь проверяем. Труд, деятельность, которую осознанно совершает человек, удовлетворяя свои потребности. Труд способствует преобразованию предметов природы в нужный продукт путем изменения данных предметов и использования их свойств. Творчество – это деятельность, которая помогает производить нечто совершенно новое, материальное или духовное, решая определенную проблему или удовлетворяя какие-либо потребности человека. Хорошо. Что же такое депричастие и депричастный оборот? Депричастие – это особая форма глагола, отвечает на вопросы «что сделал», «что сделая». Умничка, да. Чем является в предложении? Обстоятельства, правильно. Так, давайте проверим. Депричастный оборот, депричастие зависимыми словами, правильно? Суффиксы какие добавляются? Погромче. Хорошо, молодцы, смотрите, мы с вами повторили. Теперь понимание. Чем отличается труд от творчества, должны ответить. Может ли быть творчество без труда и труд без творчества? И поработаем с данной цитатой. На первые два вопроса кто сможет ответить? Так. Отличается труд от творчества? Да. Да. Почему? Уже говорили об этом. Пожалуйста. Труд необходим для жизнедеятельности человека, так как обеспечить его потребности в еде, жилье, технике. Хорошо, молодец. Ну а творчество это уже полет фантазии. Правильно. Может быть труд без творчества, творчество
одно без другого, наверное, может быть. Ну, Калёна. Труд без творчества может быть, но творчество без труда нет. Хорошо, молодцы. Так. А теперь я вам предлагаю переписать в тетрадку эту фразу. Естественно, вы открываете тетрадь, пишете сегодняшнее число, классная работа, тема труд и творчество. Облагораживается, возвышаясь до творчества. Да, хорошо. Есть же здесь депричастный оборот? Сможете найти? Да. Да. Кто подскажет? Пожалуйста. Возвышаясь до творчества. Возвышаясь до творчества, молодцы. Здесь как раз вот и знак препинания нам указан. Возвышая суффикс «я». И как подчеркнем? Помните? Точно. Все, быстренько записываем. Нужно любить то, что ты делаешь, и этот труд даже самый грубо облагораживается, возвышаясь до творчества. Хорошо. Депричастный оборот здесь. Депричастный оборот начинается с слова «возвещать» и заканчивается творчеством. Главное слово является облагораживаться. Хорошо, молодец. Схема как будет выглядеть? Так. Главное слово крестиком. Облагораживается будет отметка крестиком. Дальше идет у нас поиск. Да. Косая линия. Ага. И мы тоже включаем обстоятельства. И Правильно. после Вопрос какой задаем? что делать? Облагораживается. Что делаем? Что делаю я? Да, правильно. Возвышаясь до творчества. Молодцы. Вот схема. Проверили. Теперь применение. Ребят, посмотрите, я в каждой группе раздам картинки. Вам нужно будет разобраться, где труд, а где творчество. И кратко объяснить, почему вы так считаете. Итак, вы рассмотрели эти картинки. Давайте подумаем, где же здесь труд, а где применили творческий подход. Пожалуйста, кто хочет? Да. Алла, у тебя какая картинка? Показывай всем. По моему мнению, это творчество, потому что здесь человек рисует на кувшине, то есть он рисует на посуде. Я считаю, что этот вид искусства творчество. Так, хорошо. А где же труд? Пожалуйста, сам. Вот это на картине этот труд. Потому что все вазы однотипные. Нету творчества, которое добавляет какую-то изюминку в этом деле. Молодец, правильно. Он не применил фантазию, они все одинаковые. Так, следующее. Здание. Пожалуйста. Здесь это труд, потому что тут все дома одинаковые и построены без фантазии. По одному стандарту. Хорошо. А у тебя, пожалуйста, Ирина? Я думаю, что это творчество, потому что автор добавляет своя фантазия в этом доме. Так, он оригинальный, он необычно отличается. Молодцы. Теперь переходим к следующему заданию. У вас на партах лежат определения, что такое труд, что такое творчество. Ваше задание – применить свои знания на практике. Вместе можете групповую работу выполнить и вот, определить. Человек, удовлетворяя свои потребности, труд способствует преобразованию предметов природы в внешний продукт путем изменения данных предметов, использования их свойств. Депричастным оборотом является удовлетворяя свои потребности. Так, главное слово совершает. Правильно. Мы можем этим крестиком.
Вопрос. Вопрос, что делать? Как подчеркнули? Подчеркнули обстоятельства. Как обстоятельства? Хорошо, ребят, сверяем. Правильно ли сделали? Да, все верно. Так, и группа творчества. У вас предложение было? Творчество – это деятельность, которая помогает создать нечто совершенно новое, материальное и духовное, решая определенную проблему и удовлетворяя какие-либо потребности человека. Здесь потребности человека. Здесь производить. Это главное Это главное слово. И, наверное, отвечать на вопрос, что делаю я. Умничка, правильно. Потом у нас Здесь. это решая суффикс «я». Правильно. И это все слово пунктир Все точка. до конца. Это пунктир точка. Ребят, проверяем. Правильно у вас получилось? Да. Да, молодцы. На анализ, умение анализировать текст, находить в нем депричастные обороты, выписывать их и разбирать. Перед вами лежат тексты. У каждого есть вот такой текст, обратите внимание. Сейчас он появится на слайде. Вам нужно будет его прочесть. Ага. Текст мы прочтем. Должны найти в нем предложение с депричастными оборотами. Это уже индивидуальное задание. Разобрать его и депричастный оборот вместе с предложениями выписать в тетрадь. Хорошо? Мы потренировались, все повторили, все уже знаете. Так. Текст кто прочитал? Погромче. Труд и творчество, находясь во взаимодействии, составляет нашу жизнь. Причем труд способен существовать и самостоятельно, и быть компонентом творчества. Дальше. Труд. Труд необходим для жизнедеятельности человека, так как обеспечивает его потребности в виде жилья, техники. Как основа творчества, труд также необходим, но недостаточен. Другой составляющей здесь является вдохновение. Творец создает уникальный ценный продукт, ранее не существовавший, вкладывая в свое произведение собственное творчество, а не только трудовую деятельность. Создав такую же исходную ситуацию для другого автора, мы получим иной продукт, в зависимости от того, какие грани личности будут выражены в этом случае. Говорят, что труд создал человека, но именно с оборотами, их выписать, правильно расставить запятые, подобрать каждому предложению с депричастным оборотом схему, которая у вас вон видно на доске есть, правильно? И составить собственное предложение с депричастным оборотом. Задание понятно? Да. На задание, я думаю, минут 6 вам хватит. Начинайте работать. В каких предложениях есть депричастный оборот, а потом прочтем ваши собственные предложения. Кто первое предложение прочитает? Давай, чуть-чуть погромче. Труд и творчество, находясь во взаимодействии, составляют нашу жизнь. Главным словом является слово «составляют», слово подчеркиваем крестиком, а депричастным оборотом обозначаем «находясь во взаимодействии» и подчеркиваем его как обстоятельства. Хорошо, только мы не подчеркиваем крестиком, а выделяем крестиком. То есть это главное слово. А какой вопрос ты от главного слова задашь оборотом? Что делаем? Что делаю? Верно. Еще там есть в этом тексте. Чудо, садись. А я уже выписала. Второе предложение. Продукт ранее не существовавший, выкладывая в свое произведение собственное творчество, а не только трудовую деятельность. Здесь есть депричастный оборот? Да. Тут вкладывая До конца читай. Вкладывая. в свое произведение собственное творчество, А
а не только трудовую деятельность. Да, это все частный оборот. Оборот. Подчеркнул, да, в тетради? Да. Главное слово. Выкладывая. Это депричастие. У него какой суффикс? Я. Суффикс я. К какому глаголу относится? Нет. Создает. Создает, Йо. молодец, создает. Можно я? Создав такую же исходную ситуацию для другого автора, мы получим иной продукт в зависимости от того, какие крайние личности будут выражены в этом случае. В этом предложении депричастный оборот – это создав такую же исходную ситуацию для другого автора. А главное слово в этом предложении получено. Хорошо. Вопрос задала, да? Запятыми выделила? Да. А посмотрите теперь, сверяйте, какая схема к какому предложению соответствует. У вас, если так же, то 1 балл можете себе добавить. Еще задание было составить собственное предложение с депричастным оборотом. Кто составил? У кого получилось? Девчонки молодцы. Алло. Алло, попозже давай. А я вновь. Прочитай свое предложение. Я делала английский, слушая музыку. Так. Где здесь депричастный оборот? Слушая музыку, мы подчеркнули это обстоятельство. Крестик у нас сделала, это главное слово. И вопрос. Вопрос, что делала я, слушая музыку. Все правильно. Так, еще предложение у кого-то есть? Султас, читай. Он пришел в школу, думая о контроле. Так, главное слово это пришел. Депричастный оборот это думая о контроле. Все хорошо. Суффикс какой у тебя причастие? Я. Просто суффикс я. Хорошо. Так, следующее задание. Здесь нам нужно будет посмотреть видеоролик. Вот здесь идет выборочная запись информации. У вас 2 группы – труд и творчество. Группа труд, прослушав видео, должна выписать 2 способа определения креативного мышления, узнать, всем ли присуще творческое мышление, дать определение творчества по Поповой и отличие классического определения от ее определения. У группы творчества выписать 5 пунктов по развитию своего творчества, да? То есть как инструкцию, что надо делать. И тоже отличие термина творчества от классического определения. Можете придумать за 3 минуты. Если ваши результаты соотносятся с показателями большинства, то ответ будет где-то между 10 и 20. Этот знаменитый тест был придуман в 1960 году, также известный как тест альтернативного использования, очень популярный в современном мире. Это еще один тест на дивергентное мышление. Чем креативнее испытуемые, тем более интересное изображение получится в результате. Но в последнее время такая позиция теряет свою популярность. По результатам исследования в Гарварде успехи в творчестве на 80% творческое мышление. Вопрос в том, как это сделать. Что такое творчество? Творческое мышление – довольно сложный предмет для обсуждения. Невозможно положить креативный знамя на стол и рассмотреть его потом. В большинстве случаев творчество – это искусство соединять несоединимое, преобразуя существующие знания в совершенно новый способ видения мира. Это определение, кажется, предельно точно описывает все сферы творческого процесса. Наблюдатель. Мария Конникова в своей книге «Думай как Шерлок Холмс» подчеркивает важность постоянного и глубокого наблюдения за окружающей средой. Для иллюстрации этого тезиса Мария приводит отрывок из книги. Шерлок спрашивает у Ватсона, сколько ступеней на лестнице в доме Холмса, в которой каждый из героев Должны понять содержание материала, выписать информацию из текста в соответствии с заданием, изложить материал доступно, кратко, без ошибок и сопоставить определение Поповой с классическим определением творчества. Итак, это была групповая работа. Кто у нас в группе творчества хочет озвучить свой материал? Так уже решили. Хорошо, давайте. Вы давайте выйдите, чтобы вас видно было хорошо. 4-5 пунктов плана по развитию творческой мысли с примером из биофрагмента. Это наше задание. Да. Теперь ответы. 5 пунктов – это первая – ассоциация, вторая – любопытство, третья – наблюдательность, четвертая – нетворкинг, пятая – эксперименты. Хорошо, определение. Отличие термина творчества от классического определения. Это наше второе задание. Так. Что по Марии Поповой, что такое творчество? Когда человек что-то несоединимое соединяет, да, и потом результат какой-то получается. Ребят, согласны? Да. Все. Молодцы, присаживайтесь. Вторая группа. У вас труд. Два способа определения креативного мышления. Первый способ – задание со скрепкой Джо Пола Гилфорда. Второе – продолжить рисунок. Так, указать 7 присущих
чуть-чуть погромче. Да. Так, указать в теме присущее творческое мышление. Творческое мышление можно развить. Так, определите творчество по Поповой. По Марии да. Поповой. По Марии Поповой. Творчество – это искусство соединять несоединимое, преобразуя существующее знание совершенно новый способ видения мира. Хорошо, ребят. Последнее отличие от классического определения производство нового соединения несоединимого. Хорошо. То есть творчество, мы говорили, применение фантазии. Мария Попова считает, надо пробовать творчески работать. Группа творчества согласны? Да. Правильно? Да. Все хорошо. Да. Проверяйте с ответами. Все у вас соответствует? Да. Чтобы воспитать писателя в себе, развить эти качества. У вас есть большой ватман, на котором вы должны будете эти функции отметить. Чтобы смотреть, пишите слово «писатель». Какие качества должен иметь писатель, чтобы писать произведение? Что основное и что уже нужно для развития творчества? Совещаетесь, работаете. Маргула, может, что-то добавишь? Смотрите, чтобы произведение хорошо написать, нужно что делать? Чтобы всем видно было. Есть много качеств. Это полезное любопытство, ответственность, креативное мышление, интрига, воображение, грамматика, умение практиковать, открытость к экспериментам, общение. Хорошо. Все согласны? Да. Ваша группа творчества. Какие качества у писателя? Чтобы быть писателем, нужно хорошо общаться с людьми, изучать разные книги и нужно хорошо мыслить. Хорошо. Смотрите, там должен быть синтез и труда, и Творчество. Давайте сверим примерные ответы. Один из возможных. Да, как вы считаете, сегодня на уроке мы смогли проработать эту тему? Да. Дома, смотрите, вы справитесь с таким заданием уже на оценку. Сможете ли вы оценить вот эти работы? Они спорные, нестандартные, когда из мусора, из каких-то отходов собирают картины. Попробуйте оценить, в чем польза современного искусства. Это современное искусство. И можно его считать настоящим искусством. Вы будете писать в домашней работе небольшое размышление. Можно как мини-эссе, 7-8 предложений, используя деепричастные обороты. Домашнее задание понятно? Да. Давайте теперь оценим свою работу на уроке. У вас на столе лежат стикеры, карточки, на которых вы можете написать количество баллов, заработанных за урок, и свое имя. Вот вам расшифровка. У нас было задание, где мы искали деепричастные обороты, и было задание выписать про творчество определенную информацию. Посчитайте, сколько баллов у вас получилось. Вот смотрите, шли на протяжении всего урока. На вершине вот этот флажок означает, что все вы поняли, все у вас получилось. Если не все понятно, баллов недостаточно, это где-то середина, вы на пути к вершине. Если еще есть какие-то вопросы, проблемы, вы у подножия, но вы стремитесь к знаниям. Давайте наклейте свои стикеры. У кого сколько баллов, кто на каком месте находится. Кто в пути, кто на вершине. Вторая группа. Вкратце, деепричастными оборотами поняли, что такое труд и творчество.